Говорят, что единственная правда в жизни – это музыка. И она же является самым сильным видом магии. Так это или нет, попробуем разобраться с нашими сегодняшними героинями, дочками выдающейся женщины Якутии, общественного деятеля, композитора, легендарной певицы и, конечно, матери Ольги Ивановой-Сидоркевич. Несла какую-то миссию определенную очень, да, которую еще не все сейчас понимают. И не все могут даже сейчас осмелиться понять эту миссию. Очень одаренный такой человек, которая еще, мне кажется, до сих пор нами еще как бы не раскрыта до конца. Все-таки была звездой настоящей. Нельзя же, говорят, звезды, да, которые потом уже через много лет все равно вдохновляют или ведут за собой, да, все-таки. Ну, я считаю, что наша мама была такой. Она пела все время. Все время. Она ребенком, она пела, она много пела. Родители-то ей как раз не запрещали этого делать, а вот когда она попала к бабушке с дедушкой, и вот этот был вот этот вот случай, когда она спела вот эту песню «Агабар», посвящение отцу, настолько сильно потрясла людей, что они там все плакали. И дедушка с бабушкой, они сказали, если ты вызываешь такие чувства у людей, что все плачут, и, ну, как бы вот потрясение такое, тебе нельзя петь. То есть ты себе, плохая судьба у тебя будет. Вот, типа, вот ты вызываешь слезы у людей, и вот, в общем, замолчи, и больше ни звука. И, конечно, когда у человека есть такая, ну, внутренняя потребность, а тут взрослые запрещают, ну, она где-то там куда-то далеко уходила, там где-нибудь в поле попоет, придет и вроде как молчит. Но вот так публично она очень долго молчала, получается. Вот, да. То есть она как бы душила в то, что в ней есть. Это просто вот было такое. Дедушка первый, кажется, умер, потом бабушка умерла. Только после этого она начала петь. Понимаете, это сколько ей лет уже было? Уже 22 года. Получается, она 10 лет молчала. После долгих лет молчания творчество все-таки вырывается наружу. Ведь природа наградила ее многими талантами. Артистка, композитор-мелодист, поэт, художник, хореограф, режиссер. Все это Ольга начала воплощать в 1949 году в селе Самарсун Амгинского района в должности заведующей избы читальни. Так раньше в маленьких деревнях назывались сельские клубы и библиотеки. Через год Ольга Иванова переезжает в Бабагинский наслег, куда ее назначают заведующей клуба. Именно здесь, в Бабаге, она впервые осваивает профессию педагога. В школе семилетки не хватало учителей, и она вела уроки пения на общественных началах. В той же школе работала старшей пионер-вожатой и активно участвовала в программе по ликвидации безграмотности. В 1956 году Ольга Иванова прошла обучающие курсы по линии Министерства культуры в городе Якутске, по окончании которых была назначена художественным руководителем Амгинского районного дома культуры. В этом же году началась подготовка к первому фестивалю молодежи и студентов Якутии. По итогам конкурса Ольга, как автор-исполнитель песен, стала победителем и вошла в состав делегации республики на 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Это событие перевернуло мировоззрение талантливой певицы. Она решает получить музыкальное образование. Так Ольга окунается в мир профессиональной музыки.
став студенткой только что открывшегося теоретика композиторского отделения Якутского музучилища, руководителем и педагогом которого был композитор Грант Григорян. Она попала к Гранту Тарамовичу Григоряну. Ну, в принципе, инструмент она не очень сильно любила, она больше мелодист такой, да, была. Трудно ей давалось. Я тоже не смогла учиться в музыкальной школе, у меня нету координации. Вот. И она, у нее всегда были, она говорит, у меня всегда были проблемы там с какими-то там аранжировками или еще что-то. Там было понимаете, когда человек никогда не учился до этого в музыкальной школе, и сразу вот такие сложные задания, когда ты композитор, когда тебе нужно оркестровку делать, аранжировку, конечно, это сложно, поэтому еще и ребенок у нее был уже тогда маленький. Ну и поэтому в какой-то момент она, конечно, ей пришлось это оставить, учебу, чтобы это, ребенка воспитывать. Вот. Но за короткий, даже вот этот промежуток времени, который ее учил Грант Тарамович Григорян, она очень много. Она говорит, это один из моих главных учителей. То есть вот она как человек талантливый, ей долго и много объяснять не нужно, как бы, поэтому, да, она всю нужную информацию быстро воспринимала, и все время она его вспоминала. Это не было такого, чтобы да, и они переписывались, он ее поддерживал, и как бы все такое. По воспоминаниям, Грант Тарамович вообще был тоже человек, тоже очень, действительно, какой-то тоже, очень человек высокой культуры, очень, да, такой... Интеллигент, да, что-то такое. Что-то такое, вот, да. Даже, во внешности даже видно же. Ага. Поэтому... И все-таки даже его произведения, они же очень такие интересные и сохраняют вот именно наш национальный колорит, хотя он же все-таки совсем другой национальности, да, культуры, но все равно это все-таки и талантливый, и очень сильно одаренный тоже человек. Она всегда о нем с благодарностью вспоминала. Может быть, через какое-то время она бы возобновила, наверное, там, да, когда Вера подросла. Но тут появился же папа мой. А он же вот на баяне-то как по маслу же играет. У него просто вот такой вот талант, что он любую мелодию, ему не надо ни нот, ничего, он просто ее играет. Импровизатор такой крутой был. И она ему напоет мелодию, он быстро раз ей аранжировку сделает. То есть ему не надо было долго сидеть, думать, писать. Он тоже не любил ноты писать. Вот. И вот он просто вот... И он же очень красивый, это какая-то такая судьбоносная встреча такая, которая вот эту пару сделала. И вот эти песни, вот ее песни конкретно в его аранжировке звучат очень здорово. Да? То есть если когда вот я слышу какие-то ранние обработки ее песен, даже с оркестром какие-то, до этого там с фортепиано, это все равно все не то. То есть вот Гилярий Владимирович смог как-то вот, это такой очень важный тандем получился, сочетание, и поэтому, вероятно, мама и бы продолжила обучение, но тут папа. Вы знаете, это очень длинная история, она очень такая пестрая и такая тоже отдельная, неправдоподобная с одной стороны, и очень долго можно рассказывать, быстро невозможно это рассказать. Но он был очень молод, ему было тогда, наверное, сколько лет? 19, наверное, не пожил. Она была старше его. Он был красавчик. Вот, и он увидел ее, я так понимаю, где-то на гастролях и влюбился. Была делегация Якутии, они поехали в Бурятию. Но это была правительственная, непростая делегация. Вот. Якутская делегация приехала, и они вот в какой-то деревне им устроили концерт. Ага. И там вот Гилярий Владимирович, в делегацию, там тоже ответный ход, и он кому-то играл. И Ольга Петровна вот говорит, ей понравилось, как он играет, и она прямо выступила, и там, у вас, оказывается, даже в таких маленьких деревнях, еще так подчеркнула, в таких маленьких, есть такие музыканты вообще, да, ага. А он-то ее увидел, она тогда еще, может, она, действительно, он был молод, она на него особо внимания не обратила, а он-то ее запомнил, оказывается. И потом он уже, вот, как Оля говорит, он бросает учебу, опять же,
3-го курса. Вот остался год доучиться, он бросает. И устраивается вот эту вот бригаду, именно при Якутском театре, опять концертное бюро. Туда в бригаду артистам, да, ну как бы аккомпаниатором. И вместе, и там вот начинает ухаживать за ней. И добился того, чтобы она стала его женой. И приехал сюда, и стал жить с ней в деревне, как вот такой молодой. И, ну, в общем, как-то тоже такая непростая, да, личность. Но вот он добился ее того, чтобы стать ее мужем, да. Так в жизни Ольги Ивановой появился любимый человек с необычным именем Гилярий. Вместе с супругом, который преподавал в Амгинской детской музыкальной школе по классу баяна, в начале 70-х годов они начали творческую деятельность с детьми, вели кружки пения и игры на хомусе, проводили художественные чтения. В 1980 году Ольгу Иванову-Сидоркевич назначают директором Амгинского дома пионеров и школьников. Имея большой творческий багаж профессионального артиста и мелодиста, Ольга Петровна с большим вдохновением создает детский этнографический коллектив ансамбля песни и танца «Амма Чечере», с которым объездили всю республику, полстраны и смогли даже побывать за границей. Я вам пела и плясала, а теперь совсем устала. И всегда рядом с ними был Гилярий Владимирович, который виртуозно владел инструментом, был одаренным баянистом, импровизатором. Он строил не только музыкальные партии вокальных ансамблей и хора, но и аккомпанировал на всех концертах своих любимых девочек, супруги и дочери. Меня таскали везде с собой, и везде в клубе, а клубы тогда холодные были. Я вот так вот засыпала на репетициях, везде какие-то гастроли, вот это вот все со взрослыми меня таскали. Поэтому я вот в детстве больше привыкла со взрослыми общаться, и потом мне со сверстниками было неинтересно. Сегодня Ольга Гилярьевна Сидоркевич, так же, как и ее родители, имеет самое непосредственное отношение к миру искусства. Талантливая актриса и режиссер посвятила всю себя Московскому театру Терезы Дуровой, где трудится и по сей день. Это и не мудрено, ведь все свое детство маленькая девочка провела вместе со своими родителями на гастролях, где они и смогли разглядеть творческий потенциал дочери.
В отличие от Ольги, которая постоянно была под присмотром родителей, у старшей сестры Веры детские воспоминания намного отличаются. Ведь она родилась у Ольги Петровны задолго до встречи с Гилярием Владимировичем, и молодая мама вынуждена была оставлять ребенка у родственников, чтобы иметь возможность и учиться, и ездить на гастроли. Я помню, что у меня постоянно, что ее рядом нет. У меня было ощущение вот этого того, что ее я хочу, но ее и нет. Но потому что она уезжала на гастроли, когда была совсем маленькая, мне там годик всего, наверное, с чем-то, 1,5, наверное, скорее всего, была, и она уже уезжала, оставляла меня. И одну ночь я хорошо помню, вот это я помню. Это была зима, снег, вечер вот такой, когда вот вечером же вот видно ждать снежинки, когда падают через окно. И я лежала у мамы поперек, вот это я точно помню, на ее животе поперек. Не вот так рядом, да, вот там, около, а вот так вот поперек живота лежала. Я вот помню, вот, что я лежала на животе. И я помню, что, кажется, я плакала, потому что, видать, она приехала с гастролей или откуда-то, и, видать, у меня вся это постоянное вот чувство, что она все время рядом и нет. Что аж лечь поперек? Я легла поперек, видать, чтобы она уже не уезжала, что ли, да. Ну, видать, так. И помню слезы, что я плакала. Ага. Ну, в общем, у меня осталось такое вот это вот воспоминание первое, кажется, вот именно такое, что ее рядом нет, и то, что вот я вот лежу у нее на животе поперек, чтобы не уезжала. Вот это осталось у меня очень сильно, можно сказать, на всю жизнь. Ольга Петровна в своей профессиональной деятельности была неутомимой труженицей. Творчество, постоянные гастроли и командировки отнимали много сил и времени. Но мысли о разлуке с дочками и сыном часто не давали ей покоя, поэтому каждый раз, в каком бы краю она ни была, всегда старалась прислать им весточку. И, конечно, вот эти бесконечные посылки, которые оттуда приходили. То есть как только она уезжала, сразу же через неделю приходило извещение. А тогда это было очень интересно, потому что приходило извещение, ты шел на почту, ты расписывался, вот эти сургучные печати, вот эти обшитые маминой рукой, вот это вот тряпочные вот такие, 8 килограмм она должна была быть. Максимально мама до 8 килограммов туда загружала. То есть она туда какие-то вещи, игрушки, и, конечно же, туда обязательно фрукты какие-нибудь, яблоки. То есть этот запах открывающейся посылки, вот эти яблочный запах или что-то там, какие-то фрукты она пыталась, те, которые могут долететь. Вот сейчас почта так не работает, как раньше. Да, и вот пока она там недели-две была, вот посылки там сколько, обязательно. После нее она еще возвращалась, то еще посылка приходила. То есть она она очень сильно заботилась на самом деле. У нее не было времени, я сейчас ее очень хорошо понимаю. Но, то есть, если она уезжала, это не значит, что она выключалась от семьи, то есть это постоянная забота была. И, конечно, вот это летнее ощущение, когда там она очень рано вставала, сразу шла на огород, то есть вот это вот салат какой-то с утра, то есть вот это вот все, потом работа какая-то, потом вот это летнее ощущение, то есть ты когда просыпаешься, ты знаешь, мама на огороде, все. То есть какой-то мама на огороде, ты можешь выйти, ты уже увидишь, что она уже там что-то делает, она уже все полила. То есть огород ее был вообще такой страстью, так скажем. Папы нет, конечно же. И вот она какими-то там целлофанками все время какие-то дыры залатает, это все чтобы не замерзло, укрывает, привязывает. То есть растения у нее росли очень хорошо. Это вот, то есть это какой-то у нее была связь какая-то с этими растениями. Она даже, когда куда-то уезжала, она обязательно какие-то семена не обязательно покупала, а там, например, вот видит, что у кого-то там семечко образовалось, она это может привезти и воткнет, чтобы это вот такое у нее, да, чтобы это выросло, чтобы что-то из другого места пыталась вырастить у себя в этом дома, да. Я вот удивлялась тоже, она вот даже зимой один раз с какого-то курорта привезла отросток розы. Ты помнишь это, нет? Я помню, она белого цвета. Это было, знаете, еще, это получается где-то 70-е или какие-то годы. Вот она
Вот много-много чего привозила. Даже она пыталась посадить кипарис, что ли. Вот. А туя у нас долго же росла, да? Туя у нас долго росла. А просто в горшке росла. Ага. Она у нас такая вот, ну как туя, знаете же, Это да? же дерево. Дерево. Ну, у нас в горшке дома. Она, ну, довольно-таки, ну, где-то вот до этого размера дорастала, да? Вот. Потом она вот даже всякие растения, то, что там вот на юге растет, она старалась все привезти, Из посадить. Канады она ежевику натаскала, в бутылку засунула, вот. закрутила ее, привезла, чтобы ежевику посадить. В общем, она очень любила растения вообще, да. Я потом сначала думала, может, ну, когда я уже сама стала что-то выращивать, да, с одной стороны, оказывается, успокаивает человека, вообще отвлекает. Это, с одной стороны, можно понять, как это. У нее же много было всяких забот, и там творческие какие-то, там, может быть, и на работе, это, и, может быть, это был какой-то для нее тоже свой такой мир, да, где она как бы от всего отключалась. Возможно, именно в эти уединенные моменты общения с растениями Ольга Петровна погружалась в свои мысли. Иногда это были думы о творчестве, а иногда о своем детстве, которое абсолютно счастливым было лишь до поры до времени. Семья была какая-то очень любящая, я так понимаю, очень трепетная, и вот отношения между мамиными родителями были очень такие, ну прямо просто да, очень. В общем, это была любовь, ага, такая забота и все, то есть там не было мужчина, женщина, там вот, ну, кто-то, что обычно же как считается мужчина главный, там женщина все делает, там, тут такого не было, то есть это вот было обоюдное такая любовь, помощь друг другу и отношение к ребенку, к своему очень такое, да, поэтому она выросла в любящей семье, вот, и только в 10 лет, когда она потеряла сразу и отца на фронте, и потом вот мама и ее, да, от туберкулеза. Вот. Мать-то ее уже болела, уже лежала, и вот пришла к ней подружка, и вот она тоже была больная, кстати, да, вот, и они вот сидели и прощались друг с другом. Вот это вот, ну, наша мама все-таки маленькая была, но она поняла, что они не прощались. Потому что они уже знали, что они уже больше не встретятся. И вот наша мама помнит, что она, вот мама ей уже, ну она маленькая же еще, но она вот давала ей задание там суп сварить, и вот она учила ее вот как бы уже, ну, оказывается, она ее вот готовила, что вот ее не будет, она вот одна останется. Вот получается, что мама резко осталась одна сиротой. У нее не было братьев и сестер, она была одна в семье. И получается, что из такой идеальной орлахской семьи, где такая любовь, уют, покой, какая-то такая забота, вдруг оказаться круглой сиротой и потом вот попасть в как бы, ну, приемные семьи. Да? Ее папа, отец Петр Яковлевич, он, хотя дедушка, бабушка же были живы его, ну, как его родители, ага. Он написал такой, как бы, этот, ну, типа совещание, ну, когда уходил на фронт, сказал, если со мной что-то случится, вот, дочку мою отдайте вот моему там, кому-то там знакомому, там, в общем, верный друг или кто, в общем, так вот. И они вот, дедушка с бабушкой его слово исполнили, отдали вот этим людям, понимаете. Ну, все-таки мало ли что-то мужчины порешили, да? Там же еще есть женщины. Чужой ребенок. Ну да. Тем более еще во время войны война. есть Тяжело нечего, же. какой-то чужой ребенок. И поэтому, конечно, им не понравилось все это. И вот сложная была очень жизнь, мама об этом в слезах вспоминает. А потом все-таки ее взяли, это вот дедушка с бабушкой. И говорит, она так, говорит, я говорит, так обрадовалась. Но и тут жизнь преподнесла свои коррективы. Жить счастливо у бабушки с дедушкой пришлось недолго. Разные причины и обстоятельства вмешивались в судьбу юной девушки, и каждый раз это было большим потрясением. Она жила у знакомых, ну, там разных, потому что там с дедушкой, бабушкой постоянно жить нельзя было, там школы особой не было, поэтому она в Абаге жила, в Амге жила. Потом она еще заболела, потому что, опять же, поехала за продуктами. У нее кончились продукты у тех людей, которые она жила, поэтому она должна была привезти. И поехала на коне, да? Верхом она ездила.
И тут так получилось, что весна, и обычно же весной вот, идет же вот это таяние снегов, и там вот какая-то речушка, она была сначала маленькая, а раз она к вечеру уже полная. Лошадь вошла в воду, и она, конечно, там простудила и ноги, и все. И застудилась, и, ну, и заболела очень, очень тяжело, до такой степени, что даже это, думали, что она уже мертвая. А потом один родственник, тоже вот дядя ее, догадался, Еремей Иванов, и положил ей на губы это зеркало сюда вот. И когда он положил, они заметили, что там маленький-маленький пар такой дышит, оказывается. Вот, и тут они сразу быстрее опять вот коня на сани и в Амгу отправили, и там у нас был такой хирург, спасли ее. Ага. Она была на волоске от смерти. И таких случаев было очень много. Болезнь это постоянно. Вот почему-то говорю, ну, в общем, все ей давалось все не так просто, но у нее не было этой вот восприятия жизни как это, ну что такое, страдания. Она сразу-то легко как-то так, ну, если что-то сразу решала, как-то выходила же, да, всегда из положения как-то. Ну, никогда не было, что мама там сидела и страдала там что-то. Ой, никогда она не говорит, ой, у меня плохая, тяжелая жизнь, я устала, мне тяжело. Вот этого никогда не услышишь от нее. Уже скажешь, уже сядь, успокойся. Нет такого. То есть, как будто и не чувствовала она вот иногда вот, ну, действительно, человек работал на износ, это надо точно сказать. Ну, в общем, эта работа, это как машина, можно сказать. Нет, ну на самом деле она же могла и как-то, ну вот если она там в доме творчества занимается, ну занимайся ты с детьми там, да, просто там, ну пой с ними, танцуй, ну нет же, там какое-то и лесничество, и там пожары какие-то, она там на вертолете летит, это все снимает, детям объясняет, то какие-то гербарии они там все собирают, то они книгу памяти вот этих военных лет они делают, то есть ходят по ветеранам, записывают с ним. То есть это, у нее не было такого какого-то узкого, она очень как-то широко смотрела на жизнь, и главное, что у нее не было каких-то сомнений, если у нее что-то возникала, какая-то идея. То есть вот я очень сомневающийся человек, буду долго думать. Там, я буду раскачиваться долго. У нее нет, если что-то возникает, это нужно сразу сделать. Она сразу берет трубку, кому-то звонит, неважно, знает она его, не знает, она просто вот как бы, да, звонит. И вот у нее такая черта была, что она не делила людей, там, грубо говоря, на начальника и уборщицу или еще. У нее все люди одинаковые были. Вот это было и поэтому она в любой кабинет могла войти. И она также будет разговаривать вот с техническим работником, и может быть самым каким-то таким, как сейчас скажут, никудышным человеком. Или с каким. Ой, сколько этих нетрезвых людей к ней все время подходили со словом «Джей», то есть сестра, да, вот эта сестра Джей, вот это обнимают ее и все. То есть она не скажет «Уйди от меня», там еще, она будет с ним разговаривать. Ну как у тебя, Николай, дела? Или кто-то там еще, что у тебя там, как? Все-таки надо, чтобы ты не пил. То есть вот у нее не было вот какого-то такого вот высокомерие, она со всеми людьми одинаково была, то есть это, не знаю, это какое-то уважение. Ну, на самом деле так и нужно, наверное, жить, как бы, да. Она не боялась никого, и у нее куча каких-то связей в любой кабинет министерства, что угодно, пусть это Москва, где угодно, куда угодно могла попасть. То есть какой-то институт, что-то, тут она уже кого-то знает, тут кому-то звонит, удивительно. Поэтому немножко неудобный был человек для начальства. Она всем сразу все говорила, она никогда ничего не держала там, да. То есть она очень смелый человек был, да. Это уже цельный человек, который имеет свою цель. Если у нее есть цель, она вот любым путем, как говорится, достигает ее. Как личность Ольга Иванова-Сидоркевич отличалась высокой гражданской ответственностью и активной жизненной позицией. Честность, трудолюбие, целеустремленность и порядочность – основные черты ее характера. Именно они не позволяли ей замыкаться только внутри творчества. Особенно ее волновали вопросы экологии родного Амгинского края.
Так, в 1993 году они вместе с мужем организовали детскую экологическую экспедицию «Амга. Родина моя». Данная работа по охране и защите реки Амга получила признание не только в республике, но и в регионах России. Всем сердцем радея за свою малую родину, свои душевные переживания она, конечно же, отражала в песнях. Несмотря на то, что родители Ольги Петровны ушли из жизни слишком рано, только им она обязана за то, что стала именно такой – веселой, озорной, любящей и заботящейся. Ведь такими были ее мама и папа, самые близкие и дорогие сердцу люди. А отец нашей мамы, наш дедушка Петр Яковлевич, много детей у них было тоже. Вот, и Петр Яковлевич, он отличался тем, что он был очень такой охотник, такой удачливый баянайдах. Я, говорит, когда возвращалась, говорит, из школы, да, например, откуда-нибудь, я видела, что папа вернулся, потому что, говорит, около нашего дома, говорит, висели, говорит, эти вот, он, говорит, эти вот шкурки белок, отдельно такой пучок. Они же так, как бы елочкой же висят. Шкурки лисицы, одна елочка. Шкурка чернобурки, одна елочка. И вот они, говорит, стояли, говорит, у нашего дома, говорит, полагана, говорит, ага. И вот первое впечатление, елки у меня вот такое осталось. Как будто они такие красивые, вот такие вот именно из пушнины. Он был очень ловкий человек, да, сильный. Как физически он себя вот, так хорошо стрелял, очень, вот, как говорят же, да, белки в глаз, вот так он и стрелял, поэтому у него такие елочки беличьи были, да. Вспоминала, что это один раз выбрали там утки, привез много уток, и она выбрала самую красивую. Она выбрала, получается, гагару, и ее же щипать очень сложно, и шкуру надо снимать. И вот они ей показали, вот посадили ее, вот, и начали эту перья сдирать. Очень трудно, потом шкуру сняли, потом ее сварили. А мясо очень жесткое, никто не... И прямо так демонстративно сказали, ой, мясо очень жесткое, невозможно есть, ладно уж еще потом ее доварим или переварим, и поставили туда. Ага. И потом, значит, ту другую что-то там сварили, и потом это для меня, говорит, был урок. Мне, говорит, никто не сказал, что ты там, неправильно сделала или что ли, потому что она упорно, говорят, эту утку выбирала, говорит, надо, дайте мне утку, и все, вот дайте, и все, дайте. Где-то даже как изучил, да.
guttar i mengelaktik yeydile kar tu guttar ile kastan kallilor hiyo 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 hiyo. Знаете, Вера Романовна, она из села Каяхсык, Чарапчинского луса. Но она воспитывалась в другой семье. Ее, так же часто бывало. И в семье было 10 детей, 9 девушек и 1 сын. Очень были такие все девушки, как с картинки. Ну, когда выросли, уехали, говорят, в селе стало скучно. И когда они иногда приезжали, молодежь, говорит, собиралась, находили какой-нибудь дом или там балаган заброшенный, заранее печку говорит, растапливали, и молодежь там собирались. А вот наша бабушка Вера Романовна, она была очень такая затейница. Она очень хорошо пела, сама вот именно мать Вера Романовна. Она пела там и про жаворонка поет, она и про цветок там, или про что-то вот про весну. Вот, видать, она именно вот фольклор пела, видать, и это все у нее осталось в памяти. И она потом вот это все впитала, потому что, и при том, что бабушка же еще возила ее там вот, и она, говорит, меня, говорит, заворачивали там прямо, что, ну, зимой, говорит, ездили, кстати, вот такие, зимой они ездили. Ну, видать, время такое было, что зимой же больше времени, да, остается, а летом же очень много работы, и вот они зимой ее на сани завернут, и потом куда-то привозили, и говорит, всегда сначала, говорит, ее заносят и ставят на этот камелек же, и там перед камельком же такая вот площадочка есть, ну там где сковородки, да. Оттаивали ее. Ее, говорит, ставили туда, чтобы она там как бы это, ну, согрелась побыстрее, вот. А потом уже, кажется, она там уже на этом камельке-то, и кажется, уже что-то сама тоже, видать, начала и петь сама. Ага. Особенный тембр голоса и характерное пение Ольги Ивановой-Сидоркевич в свое время было узнаваемым брендом Якутии во всем Советском Союзе. Куда бы она ни приезжала, все концертные залы были полны. Заполнены они и сегодня, когда проводятся вечера или выставки, посвященные ее деятельности. В 2007 году Амгинскому дому детского творчества присвоено имя Ольги Петровны Ивановой-Сидоркевич, из окон которого и сегодня слышны пение, музыка и веселый детский смех, льющийся так же заливисто, как это умела делать только она. Такой заразительный смех, когда она смеялась, как ребенок смеялся. Какими-то аккордами его такой смех, да? Переливчатый такой смех был, да, очень заразительный смех. И улыбка звонкий. такая, да, улыбка, смех. И улыбка, да. Иногда просто в текучке жизни мы не замечаем тех людей, которые действительно, оказывается, были или великие, или очень такие, в общем, штучные люди. Ну вот, текучка, суета, иногда вот это перекрывает, а когда вот потеряешь, ты уже чувствуешь, что потеряно, не вернешь, и таких не бывает, понимаете. Вот есть люди, которых рождаются один раз, и их больше не будет никогда. Ну, это только через какое-то время еще мы, наверное, и поймем, и другие поколения уже откроют для себя. Я один раз ехала в автобусе, уже я уже была взрослая, взрослая даже женщина, кажется, уже замужем, да. Но я почему-то плохо переносила транспорт вообще, меня постоянно там мутило. И мама взяла меня так, положила себе на грудь. Так тепло, так хорошо. А так, там мама. Мамы всегда не хватает. Egemi güneydi akıt, sürektere gidiyor üdem, küre gaydi yıllıydı,
hyytä, se laskenne sirdiitä. Uhun tyngytä hyytä, sardangagıt taksita, eikä miigin ei dökkyt. Наследие, которое оставила нам Ольга Иванова-Сидоркевич, бесценно. Помнят и чтят ее память не только дети, но и все жители республики. Каждая ее песня – шедевр, каждая ее мелодия – творение, созданное словно Божьей рукой. Ее творчество уникально, как, впрочем, уникальна и она сама. Личность, человек, глыба, женщина и, конечно, мать, которая в глазах ее детей и по сей день с ними. Ведь она – их ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза